Работа штаба, организованного под руководством главы администрации Гагарского района Юрия Хагуш, направлена на снижение потребляемости электроэнергии за счет выявления и отключения незаконно функционирующих объектов по добыче криптовалют. На сегодняшний день по Гагарскому району в сутки потребляется 122 мегаватт, при норме 105. Снизить потребляемость – основная задача штаба. Рейдовые мероприятия начались с поселка Бзыбь, так как по оперативной информации именно здесь функционирует немалое количество майнингов. Штаб обнаружил и обесточил 17 майнинговых ферм, что позволило высвободить около 10 мегаватт электроэнергии. Большинство из тех лиц, с кем пришлось иметь диалог, на тот момент они уже все были предупреждены. То есть до этого силами РУВД проводилась беседа с ними. Представители администрации также выезжали. С некоторых брались даже расписки о том, что они не будут подключать, ставились пломбы. Но это не имело особого эффекта, так как после того, как уже с ними пообщавшись, комиссия удалялась, там в течение суток, ближе к ночи, они опять показывали нагрузку. Это мы уже видели по деятельности энергосбыта. Но по-хорошему, когда не получается, пришлось принимать кардинальные меры. Было принято решение без всяких церемоний полностью просто обесточивать их, отрубать их линии и провода. Из них, так скажем, были 2-3 представителя, я имею в виду хозяевов, наверное, тех, кто там имеют непосредственное отношение, которые приняли нас болезненно. Это были эмоциональные возмущения, там каждый начинает озвучивать ряд своих проблем и финансовые сложности, которые они испытывают все. И это как бы считалось для них, наверное, аргументом, что их можно как-то посмотреть, закрыть глаза. В первоочередном порядке штаб выявляет и обесточивает крупные криптофермы. К примеру, в поселке Бзыбь были фермы с 3000 аппаратов по майнингу криптовалют. Между тем, ситуацию с электроэнергией ухудшила авария на подстанции Цендрыбштяга. Здесь произошел обрыв кабеля. В результате на некоторое время часть Гагарского района осталась без электричества. В поселке есть проблемы с определенными трансформаторами. Там, допустим, вот Октябрьская улица, на ней трансформаторы тоже испытывают большие нагрузки. Сейчас наша бригада, которая выехала в Пицунскую сторону, по возвращению мы хотим их отправить туда, чтобы они изучили и поняли ситуацию по этому трансформатору. А проблемы были с линиями, то есть основная линия, которая идет, это независимо от того, что сегодня идет нагрузка криптоферм, но это обычная поломка, так скажем, которая она сейчас устранится, то есть этим работники занимаются. В течение дня, я думаю, с этой задачей они справятся. Сегодня в Гагарском районе действует верное отключение электроэнергии на 4 часа в сутки, с 14 до 16 часов дня и с 2 до 4 ночи. Но отключения могут быть прекращены, если штаб сумеет снизить потребление электроэнергии за счет закрытия майнинговых ферм. Это решение, оно было принято еще до этого совещания, то есть необходимость в нем существовала, но конкретно эти меры вступили в силу уже после того, как было проведено совещание. Почему? Потому что мы знаем о том лимите, который нам предоставила Российская Федерация, это, если я не ошибаюсь, около 800 миллионов мегаватт, и чрезвычайное потребление той электроэнергии, которая уходила не по назначению, опять-таки мы имеем в виду данные фермы, они потребили больше того ресурса, который был предоставлен, получается, потом уже ближе к завершению данной электрической транзакции, так скажем, да, у нас получалось, что было, исходя из того, что было чрезмерное потребление, электричество просто-напросто закончилось бы. И вот поэтому было принято решение, пока мы не выявим все вот эти вот утечки электроэнергии, сделать это верное отключение, которое по сути своей может и прекратиться, если мы сейчас выполним данную задачу. В администрации Гагарского района отмечают, что отключение майнинговых ферм не даст результата, если не проводить контроль в соответствии с законодательством. Если мы еще раз говорим, будет законодательный акт, который нам позволит вплоть до конфискации имущества и заведения уголовных дел, это принесет нам очень большую перспективу в том, что мы сможем с поставленной задачей справиться. Рейдовые мероприятия штаб проводит по всему району. Например, в Колхиде было обесточено около 6 ферм. Также и в селе Алахадзы. Рейды продолжатся в Пицунде, в самом городе Гагра и Цендрыбше. Алика Трапш, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.